Силер менен түз жогорку кеңештин депутаты, жөн эле депутат эмес, парламентте адам укуктары тартип боюнча профилдик комитет бар. Ошонун төрайымы Никитенко Наталья Владимировна өзү келип кабарлайын деди. Эртең жыйын болот комитетте. Ошол комитеттин жыйынында маселелер көтөрүлөт. Өкмөттүн тийиштүү өкүлдөрү келет, Боронов баш болуп бардыгы. Мына ошол жерден силердин азыр сүйлөшүп алып, айтканыңарды ана ошол жерден көтөрүп чыгайын деп келди. Анда түз эле сүйлөшө берели, убактыбыз абдан тар, Знаю, что у вас очень сложная ситуация, уважаемые соотечественники. Знаем, видим, да? Завтра придут представители правительства. Хотим точно еще раз поднять проблемы. Сколько людей находится в трудной ситуации? Связывались ли с вами представители МИДа, посольства? Какую помощь вам оказали? Какие сейчас самые острые вопросы и проблемы? Чтобы я смогла озвучить эти вопросы завтра в парламенте. Перед штабом, перед МИДом. Поставить задачи. Поэтому вот нужна ваша обратная связь, точная информация. Все, спасибо. Анда, Руслан, тез сөзден айт, эмне проблема? Өмүргадыевич, аз бул жерде хостелде жашап аткандар биз кабарлаганбыз ушундай кайрылып онуптурчу. Ал хостелдегилер өзлөрүн көбөйүп айтты. Руслан өзүнүн айтсын, бул жерде. Болду. Жарайт. Давай. Салам алейкум. Валейкум ассалам. Здравствуйте. Рухсат болсун, биз орусчасымен пайдаланып. Рухсат болсун. Давай. Если можно, мы обратимся на русском языке. Как вам удобно? Потому что не понимаем. У нас на данный момент здесь находится около 90 человек, 80-85 человек. У всех граждан, которые здесь находятся, у всех на руках куплены билеты. У кого-то куплены билеты, конечно, Домодедово, а у кого-то Шереметьево, но тем не менее билеты куплены. Мы, значит, как вам известно, мы с 5 числа по 8 находились в Шереметьево. Вот эти все люди, которые сейчас тут находятся, мы все находились в Шереметьево. Требовали самолет. Никакого ответа не было. Сейчас мы опять находимся в хостеле, где мы до этого и были. Здесь нам в хостеле обеспечивают помощь вот местные активисты. Спасибо им большое за это. Но тем не менее наш вопрос до сих пор не решается самолетом. Мы бы хотели вот тут от имени всех тут присутствующих задали вопросы. По какой причине вот правительство Кыргызстана заранее не запланировали вот таких вот экстренных ситуаций в случае отмены авиарейсов? По какой причине тут страдают не повинны ни в чем граждане? Хотя, я еще раз повторюсь, у нас на руках имеются все билеты. Вот почему по этим проданным билетам аэропорт Манас, именно нам ответили в аэропорту Шереметьево, ответили, что именно Крымская республика не принимает граждан. Российская Федерация была готова отправиться, потому что билеты куплены и билеты на руках. Вот. Мы бы хотели узнать вот этот вопрос. Если эти вопросы не будут решены, то мы просим, чтобы была создана государственная комиссия по данному инциденту из числа депутатов Жогорку Кенеша, независимых экспертов и правоохранительных органов. На данный момент еще раз повторюсь, среди 85-90 человек имеются пожилые люди, вот они сидят рядом, беременные женщины, которым тоже нелегко. Мы бы хотели срочно вот обратиться к вам, чтобы вы в ближайшие, кратчайшие сроки приняли какие-либо меры. Спасибо. Спасибо большое. Как раз... Бұл жерде тек ғана самолетті сұрап жатсақ та, дағы карантин қанша күнге ұзарады бір құдай біледі, но самолетті сұрап жатсақ бұл жерде біліп қалғандаршы. Мысалы, азыр бұл жерде жаш балаларда кешегіде 29-ында да самолет ұшқан, жаңғы самолет 29-ында самолет ұшқанда бұл жерде бойында барларды, тяжелый положениедегі адамдарды жөнөткенде, бұл жерде адамдар қалып кеткенде, бұл жақта қазір диаспораның өкілдері келіп, бізді ұшы жаққа алып келіп, жайғаштырып, барлығын ұшы жерге ұйыштырып отырып, бізден посольстводан звонок қылсақ, телефондарын албай қойған күндері болды. Шу азыр бізге ошо диаспораның балалары жардам берді. Анан бізде мындай жаш балдар деп неде қалып кете тұрған балдар болса, бізде Кыргызстанға барғанда биздин энелерибиз бар, мындай бала чакалары бар. Азыр үйүндө эркеги жок балдар да бар да, азыр алар жардамга муктаж, ушундай иш маалындачы. Биз ушуну да карап бериңиздер, сиздерден суранабыз да. Рахмат. Конечно, понимаем, ситуация очень тяжелая. И никогда
страна не должна оставлять своих граждан, никогда не должна оставлять в проблемах, да? Поэтому вот эта позиция моя, в том числе как депутата, максимально стараемся вопросы ставить перед правительством, но пока видим, что слабо идет реагирование. Значит, завтра будет заседание комитета, послезавтра будет заседание пленарное, где парламент примет решение, продлевать режим чрезвычайного положения или нет. Но ваши вопросы, уважаемые дорогие соотечественники, я обязательно подниму. И завтра на нашем комитете, да, чтобы было реагирование, чтобы был точный ответ, финансовая ли это поддержка, в идеале организация воздушного коридора, чартерного рейса. Такие вопросы будем ставить. Ваши вопросы и предложения по созданию комиссии я обязательно озвучу по изучению ситуации, в связи с чем, значит, такая ситуация, да, не разрешалась долгое время. Я буду на связи. По завтрашним итогам заседания комитета, по информации правительства дадим информацию и так далее. Максимально постараемся помочь в кратчайшие сроки. Пожалуйста, вы держитесь. Хотела вам сказать слова поддержки. Безусловно, вам тяжело, говорить легко, сидя дома, да, вам тяжело в отрыве от близких, от семей. Мы все понимаем, но вы, пожалуйста, держитесь, максимально постараемся помочь. Я донесу ваши пожелания, требования до парламента, до правительства. Урматтуу бир туугандар, Спасибо вам огромное. Демиш Миргазиевич, рахмат. мекендештер, эми кичине чыдап тургула. Мына көп күндөн бери кабарлаша албай аттык элек. Депутат өзү келип отурат, силер менен сүйлөшүп атат. Наталья Владимировна, вам выражаем благодарность, потому что на самом деле очень много депутатов. Были среди депутатов те, кто сказал и вытащил мигрантов на улицу. Из-за одного слова они пошли в Шереметьево, понимаете? Поэтому выражаем вам благодарность. Эртең буюрса комитеттин жыйыны болот. 3-чү күнү пленардык жыйын болот. Маселенин баары мына жазылып алынды. Кудай кааласа мунун баары фиксация болуп атат. СМИлерге да берилет. Парламентте маселе көтөрүлөт. А жерде Боронов, тышкы иштер министри, өкмөттүн тийиштүү өкүлдөрү баардыгы келет. Ошол жерге анан так маселе кабыргасына коюлат. Чыдаңыздар бир туугандар. Кудай колдосун. Держитесь. Все, рахмат. Спасибо вам огромное. Поднимем вопросы.